Я всех приветствую. Сегодня мы смотрим, от кого послание. От кого послание вам и что вам хотят передать. Будем смотреть. Итак, это мужчина. Это действительно мужчина, с которым вы на расстоянии, с которым у вас были кармические отношения, да, кармическая связь. Вы друг без друга знаете, как нитка без иголки. То есть настолько вот эта вот сильная связь, да, идет со Вселенной у вас, что вы не можете никак расстаться. Вы не можете никак расстаться. Возможно, был приворот на вас. Был на вас приворот, были магические действия с его стороны. Он хотел усилить, да, эту связь между вами. Он хотел как-то больше вашего проявления к себе. Потому что были конфликты у вас постоянно. Были такие ситуации, которые вы не хотели с ним решать. Вы не хотели с ним решать эти ситуации. Вы хотели, чтобы все было легко, чтобы все было просто. Но с этим человеком так не будет. Он на вас действительно сохраняет обиду, и обиду очень сильную. Он не понимает, почему вы как будто бы от него отказались. Хотя мог уйти он от вас, могли вы его, да, как-то прогнать. Но все равно, знаете, вот как идет то, что как будто бы ваша была инициатива, даже, знаете, подсознательно вот эти отношения разрушить, потому что вы чувствуете, что мужчина не поддается вам, что он действительно сильнее вас, сильнее не только физически, сильнее и ментально, да, но при этом у него, его вина тоже в этом есть. Его вина тоже в этом есть, потому что он был где-то легкомысленный, где-то не хотел брать на себя ответственность, не хотел понять вас, да, в каких-то ситуациях важных для вас. Но при этом вы всегда шли вместе. Вы вместе преодолевали все беды, все невзгоды. У вас сохранялся вот этот союз, да, крепкий. Возможно, вы жили вместе, возможно, была семья. Он хочет сказать, что он действительно скучает по прошлому, он действительно скучает, и он переживает, что ваши чувства сейчас охладились, да, как будто бы пошло охлаждение. Он ждет письма, он ждет от вас сообщения, потому что он привязан к вам, он не может никак от вас отцепиться, понимаете? Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что как будто вы к нему несправедливы. Вот идет ситуация, знаете, обиженного мужчины, который действительно считает, что вы с ним несправедливо поступили. Сейчас он с кем-то обсуждает ваши отношения, он с кем-то вас обсуждает, с каким-то ближайшим своим другом, соратником, да, который постоянно с ним, он вас обсуждает, он хочет прояснить эту ситуацию, да, он хочет, возможно, понять какие-то вещи, да, с вами связанные, которые ему важны. Все-таки он мужчина довольно сильный, он довольно сильный мужчина, таких мужчин мало, таких мужчин надо беречь. Что ты нам еще скажешь сейчас? Что ты еще нам скажешь? Да, да, он переживает за конфликт, он переживает за какой-то конфликт между вами. Вот даже, видите, как карты летят. Переживает, что не сможет вас обеспечить. Вот что мужчина переживает. То, что вы ему много раз долбили, вы ему это говорили, то, что ты не можешь обеспечить семью, ты не можешь дать мне то, что я хочу. Причем мужчина действительно мог вам давать какую-то сумму денег, да, но она вас не устраивала, она вас не устраивала. И на этом у него созрел вот этот конфликт, да, вот это вот непонимание, что, может быть, где-то вы его не поддержали, да, и у него сохраняется вот эта обида. Да, он действительно хочет сказать, что одному ему тяжеловато, и других женщин я здесь не вижу. То есть он действительно думает только о вас. Он думает только о вас вот в данный момент. Он переживает, потому что одному ему очень тяжело и физически, и морально. У него все мысли, все идеи, все, что он планировал, это все сбилось, да, это все пошло ему не на пользу. Он сейчас как будто бы не может собраться, да, даже с мыслями, куда ему идти и что ему делать. Давайте посмотрим на чувства к вам.
Да, да, тут мужчина действительно вас считает единственной женщиной в своей жизни. Более того, он, возможно, еще переживает за возраст, за какую-то свою несостоятельность, да, по девятке мечей. Действительно идут всегда сильные переживания, моральные, когда, возможно, даже до каких-то панических атак. То есть у мужчины нет уверенности в завтрашнем дне, потому что рядом с ним нет вас. Он действительно не может пережить адекватно эту ситуацию. Но при этом ваши отношения еще потерпят изменения, да, будет изменение в лучшую сторону, будут встречи, будет какой-то разговор очень важный, от которого действительно многое решится, и, возможно, даже вы будете вместе до конца. Так, на этом я буду заканчивать расклад. По личной консультации обращаемся по номеру в комментариях. Всех вам благ!